Для обсуждения актуальных вопросов жилищно-коммунального хозяйства за одним столом собрались депутаты, директора управляющих компаний, представители ресурсоснабжающих организаций, работники прокуратуры, члены общественной палаты и старшие по многоквартирным домам. Вопросов у горожан накопилось много, тем более, что с 1 января 2017 года в силу вступил ряд поправок в жилищном законодательстве. Об этом в своем выступлении говорил депутат Совета городского округа Тахир Муладжанов. Важнейшие изменения в первую очередь касаются ОДН. Самое существенное изменение в ОДН, то, что это раньше была коммунальная услуга, и мы знали, что мы платили с вами за воду, за горячую воду, за электроэнергию. И там, если у нас выходили какие-то суммы за минусом индивидуальных приборов учета, приходилось раскидывать на всех и платить. То сегодня законодательство сказало однозначно, значит, там, где существует непосредственная форма управления, ОДН должны платить по нормативам, и остальная сумма невязки уходит на ресурсоснабжающие организации. Изменились правила осмотра помещений. Если раньше представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций осуществляли поквартирный обход не чаще одного раза в полгода, то теперь они могут делать это раз в 3 месяца. Они наделены полномочиями устанавливать антимагнитные пломбы и другие средства контроля на приборы учета. В случае, если будут выявлены какие-то механические повреждения и попытки вмешательства в работу приборов, за проверяющими закреплено право составлять акты и налагать штрафы. Кстати, за месяц работы в этом направлении в каждом доме фиксируется по 2-3 подобных факта. С этого года мы активно ставим антимагнитные пломбы, потому что у нас было очень много вопросов по большому ОДН. В прошлом году ОДН распределялся фактически, мы анализировали, какой он должен быть. Вот по 2016 году разрыв норматива и фактического ОДН составляет в 10 раз. То есть то, что сейчас платится жителями нормативно, по холодной воде в 10 раз меньше по нормативу, по ГВС, по теплоносителю в 5,4 раза, по подогреву в 7,7 раз, по электроэнергии в 6 раз. По подогреву я бы хотела сказать. Здесь, конечно, недоработка нашего опять Госкомитета по тарифам Республики Башкортостан. Потому что если бы на уровне Госкомитета был установлен норматив на подогрев, то нам, в принципе, не нужны общедомовые приборы учета ГВС такого вида, которые нас вынуждают устанавливать БашРТС дома. Достаточно обыкновенной вертушки, которая считает только кубаж воды, прошедший через счетчик. На круглом столе было отмечено, что меры в отношении тех, у кого нет приборов учета, значительно ужесточены. Это делается для того, чтобы полный переход на фиксированный учет потребления коммунальных ресурсов был осуществлен как можно быстрее. Кроме того, ряд многоквартирных домов города должен быть оснащен и общедомовым прибором учета теплоэнергии. Лица, ответственные за содержание МКД или собственники помещений, обязаны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. На основании пункта 5 статьи 13 Федерального закона 261 об энергосбережении собственники жилых домов с нагрузкой теплопотребления более 0,2 калорий в час обязаны были до 1 июля 2012 года оснастить свои МКД общедомовыми приборами учета. Однако не все собственники, не все управляющие компании откликнулись на данные требования этого закона. По сегодняшний день у нас в городе Сибай из 361 МКД 177 домов, это дома с нагрузкой больше 0,2 калорий в час, из которых 16 на сегодняшний день остаются неоснащенными общедомовыми приборами учета. В исполнение федерального закона, если собственники не снабдили дом общедомовым прибором учета теплоэнергии, БашРТС, как ресурсоснабжающая организация, вправе сделать это самостоятельно в принудительном порядке. Такой опыт в других городах уже имеется, но, к сожалению, отсутствует понимание между БашРТС и управляющими компаниями, которые отказываются подписывать договор на установку прибора учета и, как следствие, возмещать затраченные на это средства. Как сложится дальнейшая ситуация в Сибае, вопрос пока остается открытым. Прозвучала на круглом столе и информация о тарифах на коммунальные ресурсы. Летом стоит ждать повышения. Планируется с 1 июля повышение тарифов на тепловую энергию, на водоснабжение, на водоотведение. На холодную воду планируется, значит, с 1 июля рост 10%. Если сейчас 24,49, то с 1 июля это будет 27 рублей 2 копейки для населения. На канализацию планируется рост 12%. То есть, если сейчас 19,47, то с 1 июля это будет 21,96.
На тепловую энергию, если сейчас тариф 1 гигакалории стоит 1902 рубля 23 копейки, то с 1 июля будет 1978 32 копейки. И на подогрев, значит, на горячую воду, если сейчас 44,63 копейки, то с 1 июля 46,41. То есть у нас квартплата увеличится в среднем на 13%. Насущных вопросов много, и не всегда пути их решения удается найти легко и просто. В любом случае, изменения жилищного законодательства в первую очередь направлены на улучшение ситуации в сфере ЖКХ. Но только время покажет, насколько эту цель удалось достигнуть и удалось ли вообще. Ляна Кириллова, Али Кадыров, Любовь Карпова для службы новостей.